Здравствуйте, Артур Викторович. Сегодня мы Здравствуйте. сегодня мы хотели бы в основном поговорить с вами о встрече, визите Зеленского в Баку, его встрече с Ильхамом Алиевым. Как вам кажется, в чем основная цель этой встречи? Вообще, что вот можно читать за полями, скажем так, вот этой встречи? Но дело в том, что российское влияние, как ни странно прозвучит, в мире растет. Это первая причина. Никто не ожидал, что настолько эффективно будет противостояние с Западом, что более чем 50 государств мира фактически будут осуществлять довольно системную работу по подрыву российской государственности как извне, так и изнутри. К этому надо готовиться. К победе, к возможной, нет, к обязательной победе России нужно готовиться с таким странам, как Азербайджан и Баку. В каком контексте? Дело в том, что если обращать внимание на те форумы, которые прошли в Нагорном Карабахе, то одна из самых представительных делегаций в Нагорном Карабахе была делегация украинских журналистов, украинских политиков, которых откровенно подбадривал действующий президент Ильхам Гейдарович Алиев. Что он говорил? Что ни в коем случае нельзя признавать какое-то отторжение части территории бывшей Украинской ССР в пользу России. И он об этом четко декларировал. Вот первый итог или первая причина, скорее всего, которая спровоцировала визит Зеленского в Баку и взаимодействие на уровне Зеленский и Ильхам Алиев, а это очень частое было взаимодействие. На полях европейских саммитов всегда встречались Зеленский и Ильхам Алиев. Они всегда говорили на английском языке, кстати, хотя в среде руководителей стран СНГ принято говорить на русском. Вот этот мотив был ключевым. Но помимо этого, дело в том, что Азербайджан оказывает гуманитарную помощь, довольно серьезную помощь Украине. Это второй мотив. Третий мотив – это военно-техническое сотрудничество. Дело в том, что Азербайджан обеспокоен, как бы там ни было, но он обеспокоен ситуацией вокруг Ирана и, собственно, внутри Ирана. И дело в том, что в условиях колоссальных инвестиций, которые идут со стороны Запада в так называемый украинский оборонный проект, они очень интересны Азербайджану. Те же беспилотники и производство их, оно сейчас становится одним из самых актуальных и востребованных в целом военно-промышленном комплексе мира. А для Азербайджана этот проект интересен. Зеленский его презентует не только в странах Ближнего Востока и Запада, он хочет презентовать и в странах Южного Кавказа, в странах Закавказья. Это третий мотив, который способствует или способствовал их встрече и взаимодействию на регулярном, довольно высоком государственном уровне. И четвертый аспект, на который бы я обратил тоже внимание, это, конечно, финансовая помощь, непосредственно финансовая помощь, в которой сейчас активно нуждается Украина, потому что уже все политики более-менее высокого уровня украинского пошиба заявили о том, что тех 90 миллиардов, которые выделены после победы Мадьяра в Венгрии, их недостаточно для развития экономики и оборонной промышленности и, собственно, системы внутреннего политического уклада на Украине. Их недостаточно, нужны деньги. И Азербайджан сейчас это динамично развивающаяся экономика, одна из самых динамично развивающихся экономик. Поэтому здесь это четвертый мотив, который очевиден. Я думаю, еще много что не видно нам, и то, что всплывет позже, но пока это так. Многие эксперты, наблюдатели за всем, что происходило в Баку, они часто рассуждают об этом с точки зрения того, что вроде бы как недавно заявлено было МИДом России и также азербайджанскими дипломатами о том, что кризис эмоций, как это называлось, преодолен. И вот эта встреча, она рассматривается с точки зрения, скажем так, российско-азербайджанских отношений. Вот тут что бы вы могли добавить и прокомментировать? Конечно, контекст российско-азербайджанских отношений, он очень актуален, потому что, во-первых, Азербайджан продолжает демонстрировать жесткую риторику в отношении России. Это на уровне депутатов парламента, на уровне органов исполнительной власти, глав
органов исполнительной власти, и на уровне, собственно, вице-президента, первого вице-президента и президента. Вот это, несмотря на то, что вот последнее заявление российской стороны о том, что конфликт вокруг крушения самолета авиакомпании «Азал» урегулирован, это фактически знак для азербайджанской стороны. Несмотря на это, азербайджанская сторона продолжает активно пытаться, поддавливать, если так можно, на российский сегмент присутствия в Южном Кавказе или в Закавказье. На этом фоне продолжают находиться в местах лишения свободы те граждане, которые задержаны, российские граждане, большинство из которых имеют статус, такой неформальный статус релокантов. И, конечно, вот это охлаждение на уровне екатеринбургских событий или на фоне екатеринбургских событий, на фоне довольно активной работы миграционных служб и правоохранительных органов вокруг санкт-петербургской диаспоры или попыток работы. Дело в том, что я думаю, что тут Ильхам Алиев может придерживаться риторики и политики следующей, когда с помощью Украины, там, кстати, очень активна азербайджанская диаспора, она очень много собирает денег в Азербайджане в самом и сама жертвует на ВСУ, показать России такой консорциум, такую дугу или союз антироссийских государств в рамках постсоветского пространства или на территории постсоветского пространства. Это тоже форма давления на Россию. Конечно, всегда так было. Взаимодействие с Зеленским, если оно осуществляется, то это форма давления на Россию однозначно. Это знак, такая своеобразная дипломатическая семиотика, эмблематика. А еще вот интересный такой момент, что, выступая на брифинге в Баку, Зеленский заявил, что в принципе Азербайджан мог бы стать, скажем так, следующим местом, где будут проведены переговоры. Да? Вот как вам кажется, насколько это реалистично? Дело в том, что турецкий формат, наверное, себя еще не исчерпал. Об этом тоже говорят как российские, так, кстати, и украинские политики. Но Азербайджан сегодня это, я думаю, не совсем готовая площадка, исходя из, опять-таки, из той риторики, которая сейчас официально в Баку проводится. Более того, для такого серьезного всеобъемлющего конфликта, а в конфликт на Украине в той или иной степени вовлечено порядка 75 государств, кто на экономическом уровне, кто на политическом, кто на военном, нужна авторитетная, базовая дипломатическая площадка. Пока Баку, он не потянет. Это не авторитетный политический узел, который имеет такой бэкграунд, который имеет опыт разрешения сложных политических проблем. Хотя, конечно, и с западной площадки они дискредитировали себя. Скорее всего, здесь нужна явно нейтральная сторона. Обращаю ваше внимание, что Ильхам Алиев, он, по крайней мере, риторически и экономически поддерживает исключительно одну сторону, украинскую. И он об этом публично говорит. А в этих условиях модератором, переговорщиком, инициатором переговорного процесса должна быть сторона незаинтересованная. Как минимум незаинтересованная. Да, и еще один такой интересный момент. До того, как побывать в Баку, Зеленский был в Саудовской Аравии, насколько мне известно, также был в Сирийской Арабской Республике. Вот эта его активизация в этом регионе мира, как вам кажется, с чем это связано? Дело в том, что эти все королевства, и Эмираты, и Саудовская Аравия, они проявляли традиционно, и даже новый руководитель Сирии, они проявляли свою заинтересованность именно как площадка медиации, как площадка переговорная. И не раз об этом говорили. Более того, эмиратский формат, он доказал свою эффективность. Катарский формат доказал свою эффективность. Эмираты самые активные переговорщики в плане того, чтобы реализовывать реальную программу обмена пленными. И, конечно, этот ресурс не учитывать нельзя. Более того, Зеленский откровенно продавал технологии, причем западные технологии. Об этом он, кстати, не скрывал. Производство беспилотной авиации. И он готов в данном случае, по крайней мере, по результатам тех заявлений, которые прозвучали, и тех
реальных практических результатов, он готов быть своеобразным поставщиком беспилотников в эти страны. Особенно в условиях, когда Иран довольно динамично развивается в этой сфере и демонстрирует определенные успехи давления, в том числе и на монархии, на ближневосточные монархии. Иран научился защищаться. Вот Зеленский думает, что он научится защищаться и Объединенные Арабские Эмираты, и Королевство Саудовской Аравии. Понятно. Артур Викторович, благодарим вас за то, что вы нашли время ответить на наши вопросы.